На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Экс-министр культуры Абхазии Гудис Агарба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества. Главная цель – военная безопасность страны. В Министерстве обороны подвели итоги работы ведомства за прошедший месяц. Актуальные вопросы экологии. В Абхазском государственном университете завершилась отчетная научно-практическая конференция. Начнем с официальной хроники. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты. С такой рекомендацией выступила Госкомиссия под председательством исполняющего обязанности первого вице-премьера Джансуха Нанба по подготовке памятных мероприятий к 80-летию Победы. 28 марта комиссия утвердила планы празднования в районах. 9 мая в Сухуме пройдет парад Победы и концерт, который завершится фейерверком. 8-9 мая в селе Дурипш проведут конно-спортивные мероприятия. В школах планируются конкурсы. Республиканская спартакиада по 14 видам спорта. Госкомспорта организует фестиваль спорта «Вечер памяти», посвященный первой профессиональной летчице из Абхазии Мэри Авицба и политруку 3-й пулеметной роты Александре Назадзе. Абхазское телевидение будет транслировать архивные материалы и новые проекты с участием потомков героев Великой Отечественной войны. Торжественное собрание в честь 80-летия со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арземба пройдет 14 мая в Абхазском драмтеатре. 28 марта состоялось третье заседание Госкомиссии под председательством ИО первого вице-премьера Джансуха Нанба по проведению юбилейных мероприятий. Будет издан сборник трудов Арземба. Минпрос проведет открытые уроки и конкурсы, посвященные первому президенту. Конференцию «Роль Арземба в формировании абхазского государства», лекции и экскурсии. В АГУ планируется научно-практическая конференция «Роль Владислава Арземба в становлении государственности Абхазии», а также цикл лекций и семинаров. 2025 год объявлен в Абхазии годом первого президента Владислава Арземба. В Министерстве обороны Республики 28 марта подвели итоги работы ведомства за прошедший месяц. На расширенном совещании с участием министра обороны, командиров воинских частей, начальников управления и представителей военных учреждений обсуждались ключевые вопросы боевой подготовки и мобилизационной готовности армии. О результатах работы оборонного ведомства доложил начальник Генерального штаба Владимир Савченко. Задачей деятельности Министерства обороны в марте было поддержание боевой мобилизационной готовности войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение задач обеспечения военной безопасности республики. Решая эту задачу, в вооруженных силах планомерно проводились мероприятия оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Всего за март месяц проведено более 20 мероприятий, из них учений и тренировок, в том числе охватывающих стратегические и оперативные уровни управления вооруженных сил 7. В ходе подготовки штабов и войск мы по-прежнему уделяли особое внимание действиям в ночных условиях, отработке нестандартных, неожиданных для вероятного противника приемов и способов действий войск, повышение их маневренных возможностей, а также способности в сжатые сроки вывести войска из-под удара вероятного противника. В современных, особенно будущих военных конфликтов, особую роль играют и будут играть высокотехнологичные средства поражения. В этом месяце мы провели ряд экспериментов технических. Товарищ министр обороны, получен положительный результат. Кроме того, в текущем месяце, товарищ министр обороны, отработаны вопросы повышения боевой готовности и существенного повышения управления войсками. Разработаны все необходимые документы и заложены в установленном порядке.
Из зала суда 5 лет строгого режима с конфискацией имущества. Такой приговор вынес Сухумский городской суд в отношении бывшего министра культуры Гудисы Агарба. Напомним, он обвинялся в 2 эпизодах хищения средств у Министерства культуры в особо крупном размере и признал свою вину. Второй подсудимый Надир Джинал, обвиняющийся в мошенничестве, получил 6 лет общего режима с конфискацией имущества, но с учетом уже отбытого под арестом и домашним арестом срока освобожден в зале суда. Гражданский иск Министерства культуры в отношении обоих подсудимых на сумму 27 миллионов 900 тысяч рублей оставлен без рассмотрения, но с правом обращения с отдельным иском в порядке гражданского судопроизводства. Признать Агарба Гудису Эдуардовича виновным в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренной частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Путем частичного сложения назначенных наказаний Агарба Гудису Эдуардовичу окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении Агарба Гудисы Эдуардовича, 16 сентября 2022 года отменить и взять его под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 28 марта 2025 года. Зачесть в срок отбывания наказания Агарба время его содержания под стражей в период с 20 апреля 2022 года по 16 сентября 2022 года включительно. Из расчета 2 дня нахождения под стражей за 3 дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также время его содержания под домашним арестом в период с 17 сентября 2022 года по 28 марта 2025 года включительно из расчета 1 день нахождения под домашним арестом за 1 день отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Джинал Надира Ривазовича признать невиновным и оправдать его по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32, частью 4 статьи 152, 7 по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Республики Абхазия в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним в этой части право на реабилитацию. Признать Джинал Надира Ривазовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия по эпизоду, связанному с приобретением звукового оборудования, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Информация правоохранителей получила продолжение дела, где в первоначальном варианте в информации правоохранительных органов фигурировало лишь сквозное колотое ранение. Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. По данным следствия, 13 марта примерно в 15:30 на проспекте Ардзинба в Гагре неустановленное лицо на почве неприязненных отношений выстрелил в Белозерова и скрылся с места преступления. Белозеров был доставлен в районную больницу Гагры со сквозным ранением левой голени, открытым переломом левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева. УВД по Гагрскому району начало проверку 15 марта. Материалы были переданы в Следственное управление МВД 24 марта. Задержан житель Сочи в Абхазии, восхвалявший террориста Шамиля Басаева. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
37-летний задержанный оказался гражданином России и Абхазии. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Находясь в Республике Абхазия, он опубликовал в своем телеграм-канале посты, направленные на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы. Возбуждено уголовное дело. Следствие не нашло состава преступления в действиях бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджи и прекратило его уголовное дело о хищении денег у российского актера Владимира Этуша, сообщил в четверг, 27 марта, Интерфаксу адвокат предпринимателя Виталий Локтюшин. Даур Андреевич был незаконно обвинен в мошенничестве. Обращу внимание, что когда человек не отдает долг по расписке, срок возврата по которой не наступил, это явно не уголовно-правовые отношения. С Дауром Андреевичем произошло исключение. К счастью, справедливость наконец восторжествовала, но на это ушел не один год, сказал адвокат. Барганджи обратился в суд с иском о компенсации имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Суд постановил удовлетворить требования истца в полном объеме взыскать с Министерства финансов за счет казны России в пользу Барганджи Даура Андреевича в качестве возмещения имущественного вреда 1 миллион 634 тысячи 64 рубля, говорится в постановлении Никулинского районного суда Москвы, имеющемся в распоряжении агентства. Также суд обязал ряд СМИ устранить недостоверные сведения об уголовном преследовании экс-председателя Нацбанка Абхазии, опубликовав информацию о прекращении его уголовного дела. Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС и погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный плановый рейд вдоль береговой линии акватории Сухума. Была произведена проверка маломерных судов на предмет наличия разрешительной и технической документации в рамках норм безопасного судовождения, сообщает пресс-служба МЧС. Проверка не выявила каких-либо серьезных нарушений. Транспорт и туризм. С 30 апреля снова начнут курсировать автобусы из Адлера в города Абхазии по единому билету. Маршрут будет действовать до конца сентября. Об этом пишет телеграм-канал ФПК «Лучше поездом». Федеральная пассажирская компания совместно с Единой транспортной дирекцией объявила о возобновлении мультимодальных маршрутов из России в Абхазию. Теперь путешественники смогут добираться на курорты Абхазии удобным комбинированным способом. Сначала на поезде до Адлера, а затем на автобусе до нужного города. Автобусы будут отправляться ежедневно с 30 апреля по 30 сентября в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Морское регулярное сообщение может быть запущено из Сочи в Абхазию, заявил глава Минтранс России Роман Старовойт в интервью телеканалу «Россия-24». Запуск таких линий относится к компетенции властей Сочи, но Минтранс готов всячески поддерживать инициативу. Бизнес готов к выходу на линии по ряду направлений, в том числе в Республику Абхазия, отметил Старовойт. Необходимо просчитать пассажиропоток и окупаемость проекта. Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию. Это уже международное движение. В принципе, считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян, сказал он. В Абхазском государственном университете 28 марта завершилась отчетная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. В ходе второго дня работы большой отчетной конференции состоялась секция, посвященная землепользованию и землевладению, в рамках которой начальник международного отдела АГУ, старший преподаватель кафедры экономической теории Анна Адлиба представила доклад, посвященный экологическому аспекту социально-экономического развития республики. Подробности в репортаже Рады Чачава. Социально-экономическое развитие любого региона невозможно без учета экологических факторов. Именно забота об окружающей среде и приоритеты природоохранной, равно как и социальной повестки, век постоянного изменения климатических условий и экологических катастроф не просто важны, буквально необходимы. Для Абхазии, обладающей уникальными природными ресурсами и богатым биоразнообразием, экологические аспекты вовсе являются ключевым элементом устойчивого развития. Начальник
начальник международного отдела АГУ, старший преподаватель кафедры экономической теории Анна Адлиба посвятила обширный доклад именно актуальной теме экологического аспекта в социально-экономическом развитии республики в контексте целей устойчивого развития. Сферой моих научных интересов является мировая экономика и международные экономические отношения. И, собственно, это та дисциплина, которую я читаю на экономическом факультете. И на Республику Абхазия, на нашу страну, я смотрю сквозь призму этой дисциплины, этого предмета. И надо отметить, что Республика Абхазия не является каким-то субъектом, который изолирован от всего остального мира, поэтому рано или поздно те проблемы, с которыми сталкивается весь мир, а это экологические вызовы глобального характера, мы столкнемся рано или поздно тоже. Как следует из доклада, для Абхазии, учитывая ее зависимость от природных ресурсов и туризма, одной из ключевых отраслей национальной экономики, наиболее актуально достижение следующих целей. Развитие альтернативных источников электроэнергии, в том числе чистой и недорогостоящей, борьба с изменением климата и сохранение морских экосистем. А среди экологических вызовов, с которыми сталкивается республика, можно выделить, например, загрязнение рек и озер, изменение климата, массовое строительство туристических объектов без учета экологических норм, загрязнение Черного моря и другие. Учитывая, что у нас пока еще нет масштабного промышленного и сельскохозяйственного освоения нашей территории на данном этапе, проблемы экологического порядка у нас, мы можем рассчитывать на то, что имеют отложенный несколько характер, но мы сталкиваемся с проблемами отсутствия очистных сооружений, мы сталкиваемся с проблемами вырубки лесов несанкционированной охотой, что, безусловно, влияет на природно-ресурсный потенциал нашей республики. В докладе отмечается, что для сохранения окружающей среды в Абхазии необходимо внедрение технологий рационального использования воды в сельском хозяйстве, разработка национальной стратегии адаптации к изменению климата, включающей внедрение мер по снижению выбросов парниковых газов, создание морских заповедников и особых охраняемых зон, борьба с загрязнением моря и пляжей пластиком и нефтепродуктами и создание системы переработки и утилизации отходов. Экономический рост, собственно говоря, это мировая тенденция, он привел к тому, что необходимость экологизации социально-экономического развития стала актуальной. То есть чем более развита страна, тем больше ресурсов она потребляет, тем больше вред она наносит окружающей среде. Чтобы избежать деформации естественной для нашего народа среды обитания, необходимо при формировании программ социально-экономического развития учитывать экологический фактор. Охрана окружающей среды – ответственность как государства, так и общества. Ведь от каждого из нас зависит куда больше, чем нам порой хотелось бы думать. Осознанное отношение к экологическим вопросам, крайне важным для человечества, начинается с изменения привычных паттернов поведения, но приводит к куда большему, к устойчивому развитию для всех. Рада Чачава, Инала Гухава, Абаза ТВ. В Абхазской государственной филармонии прошел гала-концерт 24-го республиканского конкурса исполнителей абхазской эстрадной песни «Молодые голоса». Мастерство конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли квалифицированные специалисты по вокалу Минкульта Абхазии. Участники конкурса вынесли на суд жюри один номер, обязательно на абхазском языке. В конкурсе приняли участие исполнители в возрасте от 6 до 20 лет из всех районов республики. Организатор – Республиканский центр народного творчества имени Кортуа. Автор проекта – Нури Кварчи. В воскресенье, 30 марта в 21:00 в эфире Абаза ТВ продолжение цикла передач о женщинах Абхазии, подготовленного совместно с медиаканалом «Крылья нации». Вы сможете посмотреть интервью с директором Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии имени генерала Дбар Гугуцей Джикерба. Она расскажет об истории создания музея в городе-герое Гудаута. Это зал генералов, это Султан Сосналиев, это его куртка. Вот в этой куртке он перешел тогда границу. А это все его фотографии. Смотрим. И Сергей Платонович Дбар,
Эта идея была назвать музей именем Сергея Платоновича Владислава Григорьевича Ардзенба. Продиктуйте телефон ваш, она сказала, и я продиктовала 33-36, кажется. 2 дня не прошло, он позвонил. Владислав позвонил вот на простой такой телефон. А кто-то, вот эта Валя, кажется, подняла, насколько помню, какой-то серьезный голос, говорит, кто-то звонит. Я подняла и по-абхазски, ну, Шабзеку он сказал. А он говорит на русском так, какая смелая, говорит, а что за музей вы хотите открыть? А я говорю, музей вот этой войны. Он был удивлен. Эфиромасличный завод построят в Галском районе. По словам главы администрации Константина Пиля, в советские годы в Галском районе делали эфирные масла из герани, в Тамыше из роз. Сейчас предприниматели планируют производить масла из эвкалипта. Для этого в районе уже заложили питомники эвкалиптовых деревьев. Сейчас о погоде. В выходные 29 и 30 марта в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и во второй половине дня местами слабый дождь. В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 11 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.